Добрый день, Игорь Львович. День добрый, приветствую в эфире. Недавно стало известно, что в России рассматривается вопрос о запрещении деятельности такой организации, как Сохнут, которая также известна как Еврейское агентство. Скажите, пожалуйста, что это за организация и чем она занимается, что она из себя представляет? Ну, прежде всего, надо сказать, что исторический экскурс на эту тему, он просто в данный момент будет никак невозможен. Хотя без него полную картину трудно иметь. Это организация мирового сионизма, созданная в 20-е годы. Самое начало, так скажу, исторического экскурса. Остальное, может быть, когда-нибудь мы сделаем даже специально, может быть, или интервью, или какое-то другое, лучше публичное изучение темы именно сионизма. Что такое сионизм и каким образом он получил совершенно неожиданную легитимацию в союзном государстве после развала Союза. Значит, создана была эта организация, чтобы обеспечить англичанам обещанные им на излете Первой мировой войны всемирным сионизмом, значит, 1 миллион иммигрантов в Палестину. Соответственно, иммигрантов из Европы, которые будут обслуживать британские цели на Ближнем Востоке в рамках Еврейского национального дома. Ну, надо сказать, этот проект потерпел полное фиаско, и в конце 20-х годов в Палестине жило примерно столько же евреев, сколько перед Первой мировой войной. Дальше шла цепь каких-то исторических событий, в ходе которых вот эта организация неимоверно возбухала. Будучи организацией, занятой распределением финансовых средств, соответственно, она стала богатейшей организацией. И, собственно говоря, то, что касается постсоветского пространства, это та организация, которая занялась активным набором, вербовкой мигрантов, то есть как бы присоединилась к имперо-фашистскому проекту вымывания людской силы и мозгов из постсоветского пространства. Ну, понятно, что, так сказать, эпитет еврейское агентство, оно... Можно кого угодно вообще назвать еврейским, да, можно назвать уже, мы уже слышим, что есть жидобандеровцы, да, которые, значит, воюют в рядах укронацистов, и причем говорят, что этот термин исходит именно от людей еврейского происхождения. Ну, можно что угодно назвать как угодно. То еврейское, собственно, население, которое было реальным образом различимо на излете Советского Союза, оно практически действительно выехало и в ходе неустроенности, опасений фашизма, которые захлестнули пространство советское на излете катастройки и переходе в развал, и, конечно, благодаря разжиганию миграционных настроений. Но так или иначе, сегодня нету на всей территории союзного государства каких-то вот реальных евреев, то есть людей, самоидентифицирующихся по каким бы то ни было разумным критериям, значит, как евреи, в количествах, которые, ну, были бы заметны среди населения союзного государства. Естественно, есть религиозные общины еврейские, есть те или иные люди, которые так или иначе самоидентифицируются евреями. Например, на белорусской переписи, если я не ошибаюсь, 13 лет назад, значит, примерно 11 тысяч человек самоидентифицировались евреями в опросе, да, это был опрос. И средний возраст их был за 60 лет. То есть мы себе можем представить, так сказать, что вот. В России, конечно, ситуация немножко иная. Там есть реальные религиозные, традиционные общины. Особенно имеется твердое ядро выходцев из общин юга бывшего Союза в Москве и другие религиозные общины, которые как раз-таки из этих людей, в общем-то, практически никто не собирается никуда эмигрировать. А самое главное, что
непонятно, зачем должно государство держать вот специально такое вербовочное иммиграционное агентство. Ну, когда был британский мандат, оно имело какой-то, как бы, да, смысл. То есть вот эта организация, которая занята вербовкой переселенцев Палестины, так сказать, открывает горизонты, да, вот евреям, реальным евреям. Было громадное компактное население, как мы понимаем, до Второй мировой войны. В Восточной Европе, в Центральной Европе. А зачем государство делает вот такую организацию? Ну, понятно, потому что организация богатейшая, там работает масса людей, там распиливаются колоссальные бюджеты ежегодные, но функция на постсоветском пространстве именно свелась к вербовке, собственно, людской силы, мозгов молодого населения. Под какими-то соусами, ну, там, как мы знаем, что израильские миграционные законы, они как бы позволяют под еврейский соус практически всех желающих туда ввести. Это отдельный вопрос. Я вот планирую даже провести, как я имею обычай, периодически проводить научно-общественные конференции на какие-то темы, которые, к сожалению, у нас не освещаются официозом. И вот, значит, о сущности сионизма, о том, как самое главное, как сионистские организации вписались в активное произведение вот этой деструкции на постсоветском пространстве. И сегодня, собственно, когда союзное государство более или менее возвращается уже к разумным, собственно, разумным основам своего существования, если чиновники и различные высокопоставленные лица, которые заправляют в обеих частях союзного государства, характер их очень разный. Например, у нас, слава богу, в нашей богом хранимой Беларуси нету так называемых олигархов, да, которых по правде надо называть совсем иначе, но мы договорились употреблять исключительно корректные выражения. Вот. Но так или иначе, ну, как-то вот не хотелось отчаливать от Запада, не хотелось нам для противодействия, нам, я говорю, вообще жителям союзного государства всего большого, да. Правда, я, слава богу, родился и вырос в благословенной Белоруссии, но, например, мои родители родились и жили по всему нашему бывшему единому отечеству, да, и вот как бы не хотелось, к сожалению, тем, кто заправляет делами и в Москве, и в Минске, возвести какой-то занавес, можно его называть любыми металлами, я бы его назвал бриллиантовым занавесом для ограждения населения, молодежи союзного государства от социально-духовной деструкции, которая активно индуцируется сюда с Запада, да, и всякие другие моменты, что-то вот с импортозамещением как-то было непонятно, мешочники активно тащили и продавали на Белоруссии все, что можно из соседних стран, собственно, забирая заработок у своих же родных, которые тоже самое лучшего качества производят на белорусских предприятиях, например, да. Вот непонятно, например, почему вместо чудесных белорусских яблок надо кушать какого-то непонятного странного вида польские во всех магазинах. А когда приезжает, например, вот в этот чудесный городок, где я живу, приезжает просто вот такой мини-бус, и там просто начинает мужик продавать белорусские яблоки, очередь выстраивается, как за дефицитом. И говорят, ой, этот сорт уже кончился, этот уже кончился. То есть всякие такие явления нездоровые, культурно выражаясь. И вот сейчас мы видим, как, в общем-то, как говорится, как когда выводил Всевышний, выводил Лота из Содома, так и никак вот упирался он туда-сюда, и зятья его сказали, зачем это уходить вообще от этого всего такого тут чудесного. Тут же Содом, это ж центр мира. И сказано просто «Бехемлас Гавайи Олов», как сжалился Всевышний над Лотом, просто он его вышвырнул оттуда. Нечто подобное сейчас происходит с союзным государством, которое волей-неволей отчаливает от западного Содома. И, собственно,
я полагаю, что вот в рамках общего такого, ну, когда уже идет оздоровление воздуха, идет дезинфекция, ударило что-то такое здоровое в руководстве кремлевском и подняли вопрос действительно, значит, о запрещении, собственно, вот этой деструктивной вербовочной деятельности сионистской организации головной там на территории России. Ну, тут что необходимо добавить? Ну, понятно, как бы всем, да, что при абсолютной, безусловной свободе совести, которая и существует, слава богу, в союзном государстве, которую очень важно охранять, очень важно ее охранять от всяческих ксенофобских наскоков, специфические антисемитские наскоки в отношении еврейских религиозных деятелей, специфически в отношении раввина Берла Лазара, который большой патриот России, надо сказать. И, собственно, всю дорогу с Путиным рука об руку они защищали интересы России. Вот все это первое десятилетие, тысячелетие, когда Россия поднималась, так Берл Лазар многократно в своих выступлениях на западную аудиторию подчеркивал, собственно, ну, как, в общем-то, там именно все хорошо и нормально, а на Западе все менее. И вот то, что он становится, например, мишенью для антисемитских нападок, мы можем, собственно, употребляя древнеримский исследовательский инструмент вопросом qui prodest, понимать, собственно, откуда, кто и как направляет вот эти наскоки. Поэтому я надеюсь, что у нас тут в союзном государстве наконец произойдет то, что, к сожалению, с тех пор, как благодаря подъему нацизма в Германии возбухал сионизм, который, конечно, никаких евреев-то ниоткуда, нигде и никак и не спасал, а спасла Красная Армия евреев от уничтожения, а сионизм получил поддержку по всяким причинам именно от Советского Союза и лично от товарища Сталина на создание сионистского государства. Был очень короткий период, но это было так. Советский Союз создал, собственно, государство Израиль. У меня есть серия на эту тему на канале YouTube, и спешите, как говорится, посетить. Еще третью серию мы не выпустили, но она будет чисто о военных аспектах, разбор вооружения. Это мы делаем в диалоге с одним интересным человеком нашим белорусским. Он сам военный в отставке тоже. И мы отдельную серию решили посвятить вооружению. А политические вопросы, они уже имеются на Рутубе, как Советский Союз производил государство Израиль. Так вот, важно отделить еврейскую религию, которая, собственно, принципы которой являются квинтэссенцией авраамических ценностей для всего нашего евразийского пространства, и которым, безусловно, стоит стоит интересоваться этим у раввинов, правомочных в плане знания Торы, в плане своего места в еврейской религии, и отсечь это от сионизма. Я думаю, всем понятно, для чего вот эти сионистские пляски и пляски на костях жертв гитлеровского геноцида, для чего их, собственно, святкует сегодня весь западный мир. Достаточно сказать, что в тот день, который там установили в Западной Европе в качестве так называемого дня, значит, памяти жертв гитлеровского геноцида, что они называют тоже термином таким, значит, коммерческим, который они придумали. Я вообще это слово не хочу произносить, оно оскорбительно для памяти жертв. Это были конкретные жертвы конкретных палачей, а не жертва всесожжения, что означает слово Голокост. Так вот, в этот день, значит, носят венки на кладбища Waffen-СС, которые разбросаны по всей Западной Европе, потому что это были волонтеры из всех западноевропейских стран. И в рамках примирения, то есть, например, вот от имени, значит, убиенных, от имени десятков родственников моего отца, которые лежат во рвах местечка Черневцы Винницкой области,
этого местечка, ни один человек из тех, кто встретил там оккупацию, ни один человек не вышел живой. И вот, значит, примирение, венки на кладбище Waffen-СС. И как комиссары ЕС объявляют, что это вообще на самом деле день толерантности и как важно насаждать половые извращения. Они избирают именно этот придуманный ими день, и все это осуществляется в рамках пляски на еврейских костях. И, естественно, как бы вот этот союз мирового имперофашизма с мировым сионизмом, он как бы вот эти все вещи, собственно, легитимирует, посовывает, как мы говорим по-белорусски. И вот я очень надеюсь, что вот этот шаг Владимира Владимировича, много у меня критики было по всяким вопросам на Владимира Владимировича, совсем не вся она ушла. Например, катынский фейк должен быть дезавуирован, так же, как куропатский фейк. Но этот его шаг, это, как говорится, он, ну, по крайней мере, в моих глазах приобрел свой грядущий мир, и я уверен, что и в глазах Всевышнего. Только бы он довел это до конца, и действительно Сахнут был бы вышвырнут с территории Великой России. Ну и, конечно, всего союзного государства. Ну, вы вспоминали о известном ветхозаветном сюжете про Лота, о том, как он вышел из Содома. Но мы также знаем, что его жена, к сожалению, обернулась назад. Да, да. Как говорят по-русски, не будем о грустном. Я очень надеюсь, что руководство союзного государства в Минске и в Кремле вот в данный исторический момент не обернется назад, как жена Лота, и не заскучает по Содому, и не будет оплакивать расставание с Содомом, которое сейчас происходит к нашей всеобщей радости. Как вы думаете, почему вопрос о том, чтобы запретить деятельность этой организации Сахнут, рассматривается в России именно сейчас? Есть ли какие-то непосредственные поводы? Как вы вообще относитесь к этой ситуации? Ну, вообще-то, как бы мы не знаем детали, почему именно сейчас. Но одно ясно, что фонд Сороса и сионистские формирования Сохнут и действовал активно как самостоятельное вербовочное формирование, организация, собственно, созданная для подрывной работы в Советском Союзе в свое время, которая называлась «Натив» или «Лишката Кешер». Именно эту организацию возглавлял столь возлюбленный на российских каналах Яков Кедми. Так, ну, последних где-то вот 2 десятилетия, да, 1,5 десятилетия вербовочной работой занимается исключительно именно Сахнут. Причем я подчеркиваю, речь не идет о каком-то еврейском агентстве, которое каким-то евреям там что-то помогает. Да. Собственно говоря, как я объяснил, нету населения как такового еврейского на постсоветском пространстве. Те, что есть реальные евреи, меньше всего собираются куда-то уезжать. Те, кто хотят уезжать, собственно, у них сегодня, да, в Израиле полно родни, и, в общем-то, они туда могут попасть в любое время по-всякому. Сохнут занимается максимальной вербовкой, максимально молодых людей, просто кого угодно. Ну и в ходе дела, собственно, выясняется, как можно, значит, там, как будут оформлены соответствующие документы, чтобы там человек пошел там в качестве внука еврея или там усыновился где-то там и всякое такое. То есть, ну, все как бы про это знают, да. Даже, по-моему, в каком-то фильме российском там 90-х годов какие-то совершенно русские люди, ну, обычно эти сюжеты, там эти разборки там, значит, ну, криминальные эти, и один из персонажей говорит, а я вот уеду в Израиль, да. Ну, то есть просто, ну, это обычное дело для любого, кто может захотеть это делать. Но, хотя, значит, вот, как бы тогда, да, тогда
люди уезжали вот без просвета, но у нас, как мы знаем, в России, собственно, ситуация тоже очень сильно изменилась. А молодым вообще везде у нас дорога, я уже не говорю про Беларусь, заниматься именно выковыриванием, именно, значит, вот такой работой, чтобы разжигать иммиграционное население среди молодежи. Ну, а как ты будешь, собственно говоря, людей выкуривать, так сказать, из своей культуры, со своего дома, со своего народа реального, да, не нарисованного там на документах или там по каким-то далеким родственникам, которые никакого значения в жизни не играли, да? Значит, надо восстановить людей против той страны, в которой они живут, против народа, среди которого живут. Но если в бытность на советской просторе, на советском пространстве, значит, реальных, масс людей, которые были идентифицированы евреи по любому критерию, когда-то в советское время, так сионисты занимались разжиганием именно национализма еврейского и, соответственно, как бы всячески приветствовали антисемитизм, как мы знаем, да, собственно, сегодня не секрет, что пресловутая организация «Память», она в 80-е годы, так сказать, получала соответствующую помощь от соответствующих организаций. Как один из уже совсем престарелых деятелей памяти где-то на излете 90-х годов признался, оно в Ютьюбе находилось, да, что откуда у нас деньги были на все эти акции, там эти помпезно антисемитские. Мы получали деньги от таких-то и таких-то. Вот. А сейчас это, собственно, значит, такое разжигание вражды людей к тому государству, в котором живут, тому народу, собственно, которому они принадлежат. Естественно, что это может делаться только на политической основе, не на какой другой, да. То есть, если там пока были евреи, значит, можно было разжигать то, что вот евреи, вам тут никогда ничего не светит, а вот там вас ждет еврейское государство. Ну, а как уже там оказались, так как бы... Я прожил 30 лет в Израиле, но я четко знал, для чего я еду. Я еду, чтобы жить по законам моей религии. К сожалению, в нашем распрекрасном Советском Союзе, ну, не все, видать, было гладко. В частности, конечно, вместо уважения к религии и, собственно, возврата к корням, которые наметились было в послевоенные годы при Сталине. Потом, значит, в годы хрущевизма началась оголтелая война против религии, беспричинная. Мало кто знает, что сразу после 22-го пресловутого съезда, где продолжилось извращение и оплевывание всей советской истории, значит, было принято решение ЦК Политбюро о запрете выпечки мацы в Советском Союзе. Как в какой-то дикой западноевропейской стране в средние века. И еще меньше кто знает, что первым же решением ЦК Политбюро после того, как Хрущев наконец был смещен, была отмена этого решения. Ну, перед тем, как начали разбирать остальные заносы, как бы, это вот точно все знали, что вот это надо отменять. Вот, такие дела. Но я поехал для того, чтобы жить по закону еврейской религии. Я думаю, с европейской части таких были, собственно, даже не единицы, а просто вообще считанные люди. Но вы вернулись назад. В каждом городе. Я 12 лет назад репатриировался в Беларусь по причинам чисто семейным. Я там прожил жизнь, собственно, у меня там 8 детей. 2 я вырастил, это дети моей бывшей жены от ее брака предыдущего. 2 я довел до венца, что называется даже. Вот, и имеется 10 внуков от них. 2 уже моих старших сыновей тоже женаты. Ну, надеюсь, будет потомство многочисленное. Ну, такой был выбор моей бывшей жены, ее родственников там многочисленных, чтобы, значит, расстались мы с ней. Ну, тогда путь был один, только на родину, конечно. Я тут своими руками, можно сказать, сохранил родителей по законам нашей древней веры. Вот такое дело. Но людей, естественно, заманивали там под сладкими лозунгами, собственно,
там, что будет еврейское государство, а как оно выглядит, вот еврейское, чем оно интересно, чем оно еврейское. Я скажу, что в плане вообще морально-этическом на государственном уровне, ну вот Беларусь сегодня это и есть то самое еврейское государство, о котором мечтали верующие евреи, собственно, выезжая туда, на Святую Землю. Ну, с той поправкой, что там есть реальная масса еврейского населения, а у нас в Беларуси сегодня, как бы сказать, облик государства, ну, достаточно желательный. Мы работаем над большим укреплением традиционных ценностей. Тут верно с вами, шановнейший Родион Игоревич. Вот. Но, в общем-то, очень хорошая и свобода совести абсолютная. Ну, при этом, в силу исторических причин, населения еврейского тут нету. А государство, вот оно, самое оно. А то, что там, это сегодня самое не оно. С какой ни посмотри еврейской точки зрения, если поднимать под еврейской точкой зрения, собственно, ценностное установление еврейской религии. Скажите, пожалуйста, действуют ли Сахнут или другие организации подобного профиля сейчас в Беларуси? Что об этом известно? Ну, в Беларуси, да, официально эта организация действует, но у нас как бы своя специфика белорусская, которая, вот она неизвестна людям, находящимся вовне. Вроде страна у нас такая маленькая, вообще прозрачная, собственно. Когда-то я в детстве, в ранней юности сопровождал мою мать, она была инвалидом в санатории Лёдцы в Витебской области. Мы летели на самолете Як-40. Вот. И ровно 40 минут мы от Минска летели уже до северо-восточных окраин нашей страны. А что тут точно не все знают. У нас всякая гадость есть, но она на маленьком огне. Мы гадости будем противостоять. Но важно, что у нас, тем не менее, какая-то есть такая здоровая динамика общества, которая, я считаю, что чиновный аппарат сам по себе, он не имеет здоровой динамики. Я марксистский классовый анализ распространяю и на те классы общества, на которые в Советском Союзе вот его не распространяли почему-то. И эти классы потом уничтожили Советский Союз. Да. Я считаю, что чиновный аппарат сам по себе, он не может иметь здоровую динамику. Но общество имеет здоровую динамику, поэтому всякие гадости, они на маленьком огне у нас. А там, где надо, вмешивается, собственно, руководство наше политическое, которое действительно выражает политическую волю народа и соответствующие структуры, которые выражают эту волю. И, например, у нас был вышвыргнут фонд Сороса из Беларуси. Конечно, мы все ждем того дня, когда будут всякие другие фонды вышвыргнуты. Но фонд Сороса уже такой чисто деструктивный, который совершенно откровенно занимался. Такая функция его была, функция стервятника по разбору мозгов и людской силы на постсоветском пространстве, с одной стороны, по введению максимальной деструкции в школы и, собственно говоря, в России абсолютно деструктивные школьные учебники и школьные программы по Великой России напрямую спонсировал так называемый фонд Сороса. И это делалось непосредственно через губернаторство. Так. У нас при всем, так сказать, большом импете различных фондов сеять здесь социально-духовную деструкцию и готовности тех или иных чиновников встречать это с пониманием, мы все-таки не можем себе представить, чтобы у нас вот так прямо какие-то местные власти там делали, что хотели и т.д. Как это происходит в России. И вот из Беларуси фонд Сороса был предусмотрительно вышвыргнут прямо в ходе большой зачистки во второй половине 90-х годов. Когда, собственно, республика поднялась не с колен и не из пепла, слава богу, но вот из чего-то другого, чем хотели ее забросать. И вот тогда вышвырнули фонд Сороса. Например, деструктивная такая ЦРУшная секта, там, под условным названием «Евреи за Иисуса», она имеет всякие, значит, такие
которая очень активно тут действовала, опять-таки все в ту же, значит, сторону сионистскую, и непосредственно через благотворительную организацию, значит, путем окучивания пожилых людей еврейского происхождения, может быть, с целью получения еще той или иной актуальной информации, которую они имели, потому что очень много у нас тут было таких людей на Беларуси в прошлые годы, да, и вот резидент вот этой секты, непосредственно ее глава. Это был обычно американский еврей, я не знаю, какие у него были отношения с Иисусом, он тут находился со всей семьей, дети учились в белорусской школе, и вот вся эта такая чудесная еврейская семья, она была выслана отсюда спецслужбами, потому что они конкретно являлись координаторами деструктивной деятельности тут. Вот. То есть у нас, в общем-то, как бы дело не заходит до глубокой такого проникновения враждебных факторов, но с другой стороны, не так плохо это не значит хорошо. И, конечно, нам не надо всему учиться у Великой России. Не нужны нам тут эвфемизм вот этот олигархи. То есть нам не нужен ни эвфемизм, ни вот те, кого мы называем этим эвфемизмом. Вот такая когорта такая. Не нужно нам тут отсутствие смертной казни, упаси Бог. Что, например, во взгляде иудейской религии, собственно, как бы вот соответствие государства принципам, которые Творец дал народам мира, является принципиальным вопрос наличия в законах смертной казни за убийство. Это неотъемлемая часть того, чтобы люди осознавали ценность человеческой жизни. Что вот не так вот я право имею, взял топор и кого-то пришил. Имею я право или нет кого-то пришить? Ну, ты пришей, а тебя расстреляем. И будет отлично. Вот. Значит, не надо учиться очень многому плохому, а хорошему надо, конечно, учиться. Запрет гомопропаганды, безусловно, должен быть введен, но не такой несколько беззубый, как в России, а с увязкой с соответствующими статьями Уголовного кодекса. Согласен. Конечно, надо, наконец, официально прекратить деятельность, но, опять-таки, я не предлагаю отказаться от нашего чудесного померкованного белорусского пути. В России там это суд, то сё, тарарам. Я думаю, тут можно будет с интересантами достигнуть понимания, просто чтобы вообще тихо поджали хвост и убрались, без большого шума. Потому что шум будет им же не на руку. Поэтому можно будет просто договориться, чтобы эта организация взяла, как говорится, копыта передней конечности и смоталась. Без всяких судов и без большого шума. Спасибо за беседу. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире и особенно в Минске. До свидания.